Уважаемые казанцы и гости нашего города, вы стали пассажирами необычного вагона. Ой, у нас эскизов было. Это хотели зеленый цвет покрасить, темно-зеленый, светло-зеленый, потому что не был. А мы покрасили цвет мира, голубой цвет мира был. Афганский трамвай начал колесить по Казани зимой 1989 года, когда завершилась война, которую никто не объявлял и о которой не было принято говорить вслух. Сегодня о тематическом транспорте, где впервые многие услышали правду об Афгане, помнят только единицы. Сам вагончик уже давно сдан на металлолом. Нет и трамвайного депо номер 2. А вот дело, ради которого он появился на свет, все так же живо и 31 год спустя. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. В трамвае звучали афганские песни, водителями были сами воины-интернационалисты. Касса для сбора средств установлена и в нашем вагоне. Все собранные средства будут перечислены на счет 700-145 для строительства памятника. Много раз это обсуждали уже, что у нас вот денег все не хватает, не хватает. Памятник должен быть в Казани, должен. И мы этот памятник должны построить. Теперь мы должны, живые, обязаны что-то сделать, кто погиб. Памятник афганцам появился в Казани через 22 года после начала сбора средств в трамвайчике цвета мира. В 2011 году на площадке у здания издательства был установлен памятник, как сейчас говорят афганцы, временный. Вопросы были и к самой скульптуре, и к отсутствию стелы с именами татарстанцев, погибших в Афганистане. В 2018 году афганцы лишились и этого места памяти. К чемпионату мира здесь появился тематический сквер и скульптуры мальчишек, играющих в футбол. Такими, наверное, когда-то были и наши герои, пришедшие и не пришедшие с афганских гор, чью жизнь полностью изменила война, и память об этом до сих пор не увековечена. 2 года для столицы Татарстана, для Казани, я считаю, что это по мере меньше... некрасиво, это мягко скажем. Во всех городах Татарстана у нас в Челнах, Бугульме, в Альметьевске, да везде есть памятники. Обещали открыть памятник к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Воины-интернационалисты отметили ее в Парке Победы, в сквере, где обещание должно уже было быть в изваянии. Через 2 недели очередная годовщина. И пройдет она так же. Место есть, памятника нет. Дело в том, что это приходится доказывать тем, кто понятия не имеет, что такое армия, и тем более, что такое война. Повторюсь, те, кто принимает решения, автомат на картинке видели. Он прекрасно помнит тот самый афганский трамвай и называет причины срыва сроков установки памятника. Это длительное обсуждение и согласование с общественными организациями афганцев, а их сегодня более 60, и учет мнения комиссии по монументальному искусству. Сам вопрос установки и выбора памятника, он сам по себе сложный, да, монументальных сооружений в городе Казани, в столице. Вот. А когда этот вопрос, он еще затрагивает общественные организации, даже не общество, а общественные организации, которые заинтересованы, которые многие душой, да, болеют и имеют свое видение этого. И в то же время нельзя, как я уже сказал, не брать во внимание мнение экспертов, да, потому что все-таки мы говорим не о частной территории, мы говорим о парке, да, центральном парке, посвященному который Великой Отечественной войне. Итак, после почти 2-летнего обсуждения идей и концепций, предварительного голосования над окончательным вариантом памятника трудятся 2 скульптора из Москвы и Казани – Юрий Злотя и Александр Кислов. Сейчас вы видите 2 варианта их видения. Это первоначальные эскизы, и они будут серьезно доработаны. До 10 февраля должен определиться победитель, сообщили в Министерстве культуры. В данный момент у нас наладился конструктивный диалог между общественной организацией и комиссией при Министерстве культуры. Были отобраны 2 варианта, которые сейчас дорабатывают с учетом замечаний, которые были в декабре совместно внесены. Я думаю, первый вариант, он более реалистичный. Это вариант Кислова. Да, он связан и он отражает именно фигуры людей, которые участвовали
да, со всеми элементами. То есть он более близок, мне кажется, вот именно к тем людям, которые прошли Афган. Памятник автора Злоте, он более носит все-таки символический характер. Если внимательно посмотреть на памятники афганцам в других городах, то можно усмотреть некие параллели. Работа казанского автора близка к монументу в Киеве. Работа Юрия Злоти чем-то схожа с памятником в Волгограде. Сами воины-афганцы говорят, что памятник должен быть не скорби, как, например, в том же Волгограде, а гордости. Источник финансирования пока не ясен. Это станет известно после определения победителя и стоимости проекта. По задумке это будет парк афганцев с памятником новым и старым и столь долгожданной стелой памяти. Остается ждать, когда завершится эта миссия, начатая в далеком 1989 году трамваем «Цвета мира». Это новое пространство, сквер в Парке Победы. Именно здесь предполагается установить новый памятник воинам-афганцам. Сейчас на рассмотрении конкурсной комиссии два памятника победителя, скажем так. Один московского автора, второй автора казанского. Как заверили нас в Министерстве культуры, если оба памятника конкурсная комиссия признает имеющими одинаковую ценность, то право голоса, решающее право голоса получат сами воины-афганцы. Так что будем ждать окончательного решения. И, как пообещали в Министерстве культуры, новое пространство обретет свою новую жизнь уже до конца этого года. Светлана Спирина, Роман Безменов. 7 дней.